О самых заметных событиях этого дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте, вот основные темы. 7 социальных объектов ведут в эксплуатацию в Якутии в этом году. Это школы в городе Якутске, в поселках Жатай, Сайлык, Абага, Чокурдах и Батагай-Алыта. В отпуск близким в Ленске торжественно встретили бойца, вернувшегося с СВО. Заболеваемость ковидом в стране выросла на 22,8%, а число госпитализаций увеличилось на 8,5% за неделю. Острые проблемы, связанные с негативным влиянием на здоровье жителей северных регионов в экстремальных климатических и экологических условиях, обсудили специалисты медицины и образования. В рамках 150-летия со дня рождения выдающегося сына якутского народа Алексея Елисеевича Кулаковского Эксекулях Олексей молодежь Мирнинского района знакомят с творчеством и научной деятельностью писателя. Около 45 миллиардов рублей предусмотрели в федеральном бюджете страны на строительство моста через реку Лену в Якутии. Глава республики Айсен Николаев подчеркнул, что возведение моста планируют начать в первые месяцы 2024 года. Предполагается, что открытие моста поспособствует росту объемов грузоперевозок в Якутии на 6 миллионов тонн в год. Также, по предварительным оценкам, общая протяженность моста превысит 3 километра, а протяженность подходов к нему 11 километров. 7 социальных объектов ведут в эксплуатацию в Якутии в этом году. Состоялось совещание по реализации национального проекта образования, в рамках которого в Якутии до конца следующего года завершится строительство 15 образовательных учреждений. Стоит отметить, что проводиться такое совещание будет каждую неделю, чтобы до конца этого года успеть завершить работы по 7 объектам. Это школы в городе Якутске и в поселках Жатай, Сайлык, Абага, Чокурдах и Батагай-Алыта. Также в дальнейшем будут решаться насущные вопросы строительства многоквартирных домов и объектов социальной сферы. У каждого объекта разная ситуация. Есть и те объекты, которые идут в графике. Есть также ряд объектов, которые идут с опозданием по графику. Мы обсудили те проблемы, которые на сегодня возникли по данным объектам. Есть разные моменты. Это корректировка проектной документации, которая требует, исходя из реалий обстановки на объектах. Есть также моменты, связанные с ограниченностью доставки материалов. И также есть моменты по ограниченности трудовых ресурсов. В целом обсудили все проблемные моменты. В Ленске торжественно встретили бойца, вернувшегося в СВО в отпуск. Павел Шерстяников ушел добровольцем в зону проведения специальной военной операции в прошлом году. Он был депутатом районного совета депутатов. За 1,5 года службы молодой человек первый раз приехал в отпуск. Подробности далее. Теплый, снежный зимний день сегодня выдался очень кстати. На посту ГИБДД в полдень целая делегация ожидала прибытия с зоны проведения специальной военной операции бойца Павла Шерстяникова. Когда мне сказали, что Паша сегодня приедет в 11:30, и такой сюрприз. И Паша у нас, как сказать, самый добрый человек, наверное, в Ленске. Он самый первый ушел добровольцем и приехал только сейчас. Гордость. Потому что реально гордость. У нас редко кто идет туда добровольцем. Павел Шерстяников ушел в зону проведения специальной военной операции добровольцем в июне прошлого года. На тот момент он являлся депутатом районного совета. Когда ты видишь, что страна находится в трудном положении, надо ей помочь. Когда понимаешь, что людей не хватает вооруженных сил, собираешься, идешь и делаешь, что умеешь. В такие ситуации важно просто как-то проявить сознательность. В зоне СВО Павел служит во 2-м гвардейском Луганско-Северодонецком армейском корпусе, в 85-й мотострелковой бригаде, в 1-м батальоне фельдшером. Там, в зоне проведения специальной военной операции, молодой человек окончил курсы и получил медицинскую специальность. Моя задача – оказывать непосредственно медицинское обеспечение, поддержку подразделению в бою. Также наблюдать за санитарно-гигиеническим состоянием подразделений,
выявлять больных, лечить, предотвращать эпидемии. Павел рассказывает, что участвует и в огневой поддержке. Уже 1,5 года молодой человек находится в зоне проведения специальной военной операции. За это время было много сложных моментов, признается боец. Месяцами приходилось жить в траншеях и в блиндажах, под обстрелами. Часто оставался без сотовой связи. Так, в апреле этого года Павел считался без вести пропавшим. Было такое время, когда он 3 месяца не выходил на связь, и нам, депутатам районного совета, пришлось обращаться и в правительство Республики Саха-Якутия, и в правительство России, и в Москву. И мы очень рады, что Паша появился на связи в июне месяце. И всем, кто вел мое расследование, так скажем, наше расследование, они всем не отзвонились, все были рады, что Паша нашелся. За майские наступательные действия, помощь в бою Павел награжден ведомственной наградой Министерства обороны. В отпуск боец приехал не с пустыми руками. В Ленский историко-краеведческий музей он привез фрагменты боеприпасов противника. Уже через 2 недели молодой человек снова отправится на место службы. А пока Павел планирует встретиться с близкими людьми, отдохнуть, а главное выспаться и набраться сил для дальнейшей непростой службы. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Тем временем в Нюрнбергском районе продолжается работа по сбору и отправке гуманитарной помощи землякам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Подробности в нашем следующем материале. Волонтерское движение «Зов Севера» города Нерюнгри с первых дней специальной военной операции ведет активную работу по поддержке земляков, находящихся в зоне боевых действий. Накануне делегация волонтерского движения вернулась из командировки. Бойцам доставили очередную партию всего необходимого. Цель нашей командировки была познакомиться с нашими друзьями-волонтерами из города Ростов, с их работой, которую они проделывают, поделиться опытом, знаниями, съездить в зону СВО к нашим парням, которые сейчас сражаются за нашу родину, посетить медбаты и госпитали, посмотреть их работу. Работа была выполнена, считаю, что успешно, плодотворно. Мы увезли с собой груз, собранный нашим Нюрнбергским районом, в 2,5 тонны. Приобрели достаточное количество лекарственных препаратов, уже прибывая в город Ростов, всего необходимого, одежды, которая нужна в госпитале. И начали, как говорится, свою поездку в зону СВО. Работа идет постоянно. Волонтеры принимают участие в сборе писем и посылок со всем необходимым на передовой. Это и медикаменты, антидроновые накидки, продукты и все, что может понадобиться в тяжелых полевых условиях. Мы в нашем штабе изготавливаем, вот, допустим, каши. Каши мы делаем рисовые, гречневые, перловые, с капустой даже делаем. У нас очень хорошее мясо. Порции очень большие. Ну, мне кажется, очень даже вкусные. Сейчас мы начали сушить овощи. Мы сушим лимоны, яблоки, фурму. Также изготавливаем окопные свечи. Это такая вещь очень нужная нашим ребятам. Свечи, здесь есть пожелания от всей души и от всего сердца. Свечи очень горят хорошо и греют наших мальчиков. Из своей поездки волонтеры движения «Зов Севера» привезли флаги, подписанные нерюнгринскими бойцами на фронте. 2 таких флага передали в детские сады «Незабудка» города Нерюнгри и поселка Серебряный Бор. Еще 1 флаг будет передан в музей. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Заболеваемость ковидом в стране выросла на 22,8%, а число госпитализаций увеличилось на 8,5% за неделю. Как сообщают в Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, а заболеваемость выросла в 70 регионах. По данным штаба, за неделю выздоровели около 30 тысяч человек, что на 30,4% больше, чем за прошлые 7 дней. При этом 76 человек умерли. Период с ноября по март является оптимальным для вакцинации от клещевого энцефалита. Последствия укуса зараженного клеща могут оказаться непредсказуемыми, а 100% защиту гарантирует только вакцинация. Подробности в сюжете наших алданских коллег. Прогуливаться под деревьями можно без опасения быть укушенным. Клещи давно впали в сезонную спячку. Между тем, чтобы следующим летом отдых на природе не был сопряжен с угрозами, подумать следует именно сейчас. Эпидемиологи рекомендуют ставить вакцинацию против клещевого энцефалита.
Вакцинация проводится в 2 этапа. Инъекции ставят с интервалом в 30 дней. Время требуется и для формирования иммунитета. Если сани нужно готовить летом, то телегу зимой. Относительно профилактики против клещевого энцефалита народная мудрость полностью справедлива. Перед нами стоит масштабная задача по формированию стойкого иммунитета против клещевого энцефалита среди населения Алданского района. Напомню, что Алданский район признан эндемичным по клещевому энцефалиту, и оптимальные сроки проведения вакцинации – это ноябрь-март. Вакцина в настоящее время в Алданском районе имеется. Вакцинация состоит из 2 прививок с периодом 1 месяц. Дальше идет первая ревакцинация через год и отдаленная ревакцинация через 1-3 года. Ежегодно в Алданском районе регистрируются сотни случаев нападений клещей на людей. Здоровье некоторого процента граждан подвергается реальному риску. Снятые с них кровососущие оказываются инфицированными. Ареал распространения клещей на сегодняшний день расширяется. За прошлый эпидемический период зарегистрировано 139 нападений клеща на человека, в том числе на 23 детей. И 19 из этих клещей были инфицированы клещевым боррелиозом и моноцитарным эрихлиозом человека. Всем настоятельно рекомендую прийти в вакцинацию и сберечь свое здоровье, здоровье своих детей и близких. Клещи являются переносчиками таких серьезных заболеваний, как болезнь Лайма и энцефалит. Нарушение речи, потеря координации движений, частичный или полный паралич и даже гибель. Последствия укуса зараженного кровососущего могут оказаться непредсказуемыми. А 100% защиту гарантирует только вакцинация. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Острые проблемы, связанные с негативным влиянием на здоровье жителей северных регионов в экстремальных климатических и экологических условиях. В Якутске продолжается конференция в рамках 14-го национального конгресса с международным участием «Экология и здоровье человека на севере». Об озвученных проблемах и исследовательских работах узнавала Марфирина Алексеева. Высокая частота ожирения, артериальная гипертензия, нарушение обмена веществ и развитие атеросклероза. К таким диагнозам предрасположены приезжие рабочие. Эти итоги показала исследовательская работа сотрудников Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. Обследования проводились среди работников промышленной сферы города Алдан и социальной сферы города Томмот. Район был выбран не случайно. В нем имеется источник природного облучения. Они не приходят, например, не обращаются за помощью, они работают. Вот, то есть это практически здоровые лица. И вот среди вот этих лиц в основном практически здоровыми оказались всего 23 человека. То есть вот из 175 человек. То есть получается, что у каждого 270 на 100 обследованных это заболеваний. У каждого 2-го, 3-го человека оказалось заболевание. Исследования некоренного населения в Якутии у нас крайне скудные. В основном исследовали коренное население. Исследования актуальны и изучают самые разнообразные проблемы и явления. К примеру, докладчики поделились интересными открытиями анализа фактического питания спортсменов-единоборцев в условиях Якутии, оценками уровня мелатонина после перенесенного ковида, а также наблюдениями за жителями арктических районов. У нас вот впечатление такое, что в основном в условиях Арктики у мужчин, которые работают в промышленности, которые занимаются работой более сложной, больше содержания токсичных и условно токсичных веществ в организме. Участники конференции предлагают различные методы ранней диагностики и профилактики заболеваний, пути решения с помощью мониторинга и разработки новых скрининговых тестов для выявления злокачественных новообразований. По итогу конференции была сформирована резолюция о создании межинститутских и научно-образовательных объединений по изучению здоровья человека на севере с привлечением зарубежных партнеров. Марфирина Алексеева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Ресурсный центр ранней помощи для детей существует с 2018 года. Основная цель центра – предоставление услуг по комплексной реабилитации и абилитации детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. В центр по направлению педиатра поступают дети со всей республики. О том, чем занимаются специалисты центра и как они работают с самыми маленькими пациентами, расскажет Александр Хавренко. Ранняя диагностика задержки развития у малышей – залог правильного подбора методики лечения. И чем раньше специалисты начнут работу, тем быстрее будут видны результаты. В отделении ранней помощи Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья работают с самыми маленькими пациентами.
Мы наблюдаем детей от 0 до 3 лет по 9 сферам жизнедеятельности. Вначале к нам ребенок попадает на диагностику. На диагностику можно попасть через участкового педиатра по направлению. Диагностику проводит междисциплинарная команда. Это специалист по раннему развитию и педиатр. И по итогам диагностики уже мы распределяем, в чем нуждается ребенок. Маленькой Мии всего год и 9 месяцев. 3 месяца назад она впервые пришла на занятия и теперь каждую неделю ждет очередного визита. Занятия проводятся в ненавязчивой игровой форме и помогают ребенку развить мелкую и крупную моторику и через это запустить речь и помочь ребенку. У нас появились слова, утвердительные жесты, очень много своих ежедневных ритуалов. Больше помощь для мамы направляют, обучают, как провести дома занятия, как устроить рутину, чтобы ребенок заговорил, чтобы появилась речь. Специалисты говорят, чем раньше начнется работа с ребенком, тем эффективнее она будет. И если вы заметите какие-то особенности в поведении ребенка, не откладывайте визит к педиатру и не отказывайтесь от направления в отделение ранней помощи. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. В рамках 150-летия со дня рождения выдающегося сына якутского народа Алексея Елисеевича Кулаковского «Эксекулер Алексей» молодежь Мирнинского района знакомят с творчеством и научной деятельностью писателя. Более подробно смотрите далее. В эти дни во всех образовательных площадках учреждения города Мирный проходят лекции «Алексей Кулаковский. Человек эпохи Возрождения». На встречах с учащимися и студентами с творчеством и научной деятельностью писателя знакомит внучка выдающегося сына якутского народа Лариса Кулаковская-Велисавлевич. Глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев издал указ о подготовке к встрече 150-летнего юбилея Алексея Алексеевича Кулаковского. И в рамках этого исполнения указа мы начали с осени этого года посещение школ, ознакомление с творчеством, жизнедеятельностью Алексея Алексеевича, и школы, молодежь, и вообще население. В алмазной столице старшеклассники слушали с большим интересом выступающих спикеров, а большинство из них впервые познакомились с жизнью уникальной личности, творческой индивидуальности основоположника якутской художественной литературы, самобытного философа Алексея Елисеевича Кулаковского. Я никогда раньше не слышал о нем. И мне было очень интересно узнать, чем он занимался. Занимался он многим, практически всем, как мне сказали. И я бы хотел почитать то, что он писал о Якутии, то, что он писал о мире. И мне кажется, это будет актуально, полезно для общего развития. Он являлся довольно умным человеком, и стоит нынешним ученикам на него равняться, так как он знал очень много в разных сферах деятельности. Такие встречи нужно проводить почаще по всей республике. Отрадно, что научные труды Кулаковского не только не утратили своего значения, но все больше привлекают внимание не только ученых, но и современную молодежь, а его научные идеи продолжают претворяться в жизнь. Анна Васильева, Мирный. Проект «Музыка для всех» нацелен на внедрение музыкального образования в образовательные учреждения. Он был инициирован первым президентом республики Михаилом Николаевым и успешно реализуется на протяжении уже 10 лет. В течение этого времени проект охватил 70 общеобразовательных школ и 98% детских садов. В культурном центре «Сергеляхские огни» выступил детско-юношеский оркестр и хор, в котором приняли участие ученики школ искусств со многих районов Якутии. Сегодня в музыкальной культуре Якутии большое событие. Состоится концерт, презентация детско-юношеского симфонического оркестра и хора. На самом деле эта идея сейчас очень актуальна, она не очень новая. Во многих регионах нашей страны создаются подобные творческие коллективы, поскольку идет большая работа по развитию талантов, способностей детей, которые отразятся, не все из них, конечно, станут музыкантами, но станут успешными в любой сфере деятельности.
Арт-Арктика сегодня. Под таким названием состоялось открытие выставки в арт-галерее «Юргель». Мероприятие приурочено к юбилею арт-пространства. 30 лет назад галерея открывалась выставкой «Искусство Арктики». Тогда были представлены картины с арктических регионов мира. Какие работы представлены сегодня, расскажем в нашем сюжете. Арт-галерея «Юргель» открыла свои двери в июне 1993 года. Первым проведенным мероприятием в новой галерее стала выставка «Искусство Арктики». Помимо местных художников, 30 лет назад были выставлены работы художников из других арктических стран. Сегодняшняя выставка не совсем просто арктическая. Тут срез поколений вообще, вот 30 лет, как художники тут начали работать. Есть очень молодые художники, есть у нас уже классики, которых живых даже нет среди нас, но есть их работы вечные, они выставляются. И также молодые художники, как я сказал. А в целом выставка она сборная, очень много интересных новых работ художников, буквально этого года. И я думаю, что участники – это очень известные художники в республике, и есть новые имена. Сегодня на открытии выставки присутствовали художники, принимавшие участие в проекте «Искусство Арктики». Одним из них стал Михаил Старостин, предоставивший свои работы. Я показываю две работы. Вот небольшую акварель «Сезон дождей». И там у меня висит работа в первом зале «Оглянувшийся». На темном фоне «Северный охотник». Вообще у меня тема северного человека, северного человека, да, и он как бы у меня, этот персонаж проходит из одной картины в другую, вот так он существует. Я продолжаю эту тему разрабатывать еще, вот так. На выставке представлены работы, созданные как в конце 20 века, так и в 2023 году. Выставка «Арт-Арктика сегодня» объединила работы лучших художников Якутии и художников из других частей Арктики, которые также находятся в других странах. Это уникальный проект, который объединяет произведения, созданные как совсем недавно, менее 1 месяца назад, в том числе одно из моих произведений. Все работы объединяет одно – передача арктического региона с новой точки зрения. Выставка будет работать до первых чисел декабря. Вероника Таюрская, Джолустан Иннокентьев, Якутск. Игры детей Арктики планируется провести в Якутске в следующем году. Школьники будут соревноваться в том числе в северном футболе. Планируется состязание в северном многоборье, включающем прыжки через нарты, бег на широких лыжах, борьбу на снегу, а также метание аркана. Школьники, среди прочего, будут соревноваться в олимпийской игре в северном футболе. Мяч делается из кожи, а внутри оленья шерсть. 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут летом следующего года на своей исторической родине, в городе Якутске. К этому событию идет масштабная подготовка, строятся и реконструируются объекты, готовятся также и спортсмены. Подробнее в сюжете Даяны Федоровой. Для проведения соревнований планируется задействовать 16 спортивных объектов, в 11 из которых ведутся ремонтные работы. Также к играм строится многофункциональный спортивный зал в Сайсарском округе и скалодром на базе спорткомплекса «Дахсун». Но и это еще не все. Будут задействованы 23 объекта для размещения участников. Это наши гостиницы. Традиционно в кампусе Северо-Восточного федерального университета будет организована спортивная деревня, где будут размещены участники игр, волонтеры и судьи. Сейчас ведется активная работа по церемонии открытия и закрытия. Также будет открыт культурный парк на Комсомольской площади, где тоже будет очень многого, где раскроются традиции не только нашей республики Саха-Якутия, но и стран-участниц. В программу «Дети Азии» вошли 24 вида спорта. В том числе впервые предварительно включены показательные виды – скалолазание и борьба на поясах, а лыж, заключающийся в единоборстве двух подпоясанных борцов в стойке. В предстоящих играх Якутия имеет право выставить 2 сборные команды. В составе сборной Якутии всего 516 человек. Это не только спортсмены, но и тренеры и руководители сборной. Подготовка к международным играм идет с начала этого года. По приказу министра были назначены старшие и главные тренеры по видам спорта, 24 тренера.
Ну и, соответственно, был утвержден план мероприятий подготовки сборной команды в течение года. Ну и наши спортсмены в этом году приняли участие в 80 учебно-тренировочных сборах. Это в общем на сегодня, да. И в Республике Саха-Якутия в летнее время 34 сбора провели. Всего будет разыграно 224 комплекта медалей. Официальным символом 8-х международных спортивных игр «Дети Азии» стал мамонтенок по имени Мадун, что переводится как «сильный и мощный». А также впервые в истории у волонтерского корпуса появился свой талисман «Бурундук Саина», что переводится как «летнее». «Дети Азии» обещают стать самым масштабным событием в стране в 2024 году. Даяна Федорова, Иван Сорокаумов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.